Телефонные мошенники – народ с особым чутьем. Они, хорошие психологи, с первого взгляда, с первого СМС или слова знают, как сказать, чтобы человек поверил. И им совершенно не важно, что у людей на сердце. Стресс – лучший помощник афериста. Потому и попадаются в лапы таких преступников пожилые, которых легче всего вывести из равновесия. Мошенничество относится к категории технически сложных преступлений. Вот почему зачастую правонарушители часто объединяются в группы. В ходе расследования ряда уголовных дел установлено, что преступления подобного рода часто совершаются осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, которые расположены в других регионах Российской Федерации, чаще всего Самарская и Курганская области. Самыми распространенными видами мошенничества в последнее время стали: ваш сын, муж, родственник попал в ДТП. Второй вид – ваша карта заблокирована, объявление о продаже каких-либо товаров, в основном автомашин, в сети интернет. Также в последнее время появились объявления о предоставлении кредитов гражданам. На территории Сибая случаи телефонных и интернет-мошенничеств регистрируются практически ежедневно. За 2015 год таких фактов зарегистрировано 112, а за 3 месяца текущего года уже выявлено 23 случая. Чтобы не стать жертвой телефонных мошенничеств, нужно придерживаться следующих простых правил. Ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам, что якобы родственник совершил ДТП, либо задержан полицией с просьбой о материальной помощи. Выясните, кто находится с вами на связи, как его фамилия, имя, сколько ему лет, откуда он родом. Задайте те вопросы, которые может знать только непосредственно ваш родственник. Также перезвоните своему родственнику, уточните, действительно ли он попал в ДТП. Ни один сотрудник полиции не будет вам звонить с требованием денег. Игнорируйте СМС-сообщения от неизвестных вам абонентов с просьбой перезвонить на данный абонентский номер. С вашего счета могут быть автоматически сняты денежные средства. Проводите беседу с детьми о том, чтобы они не вели телефонные разговоры с неизвестными людьми, не называли персональных данных и адреса проживания. Получив сообщение о том, что ваша карта заблокирована, не звоните на номера, указанные в СМС-сообщениях, свяжитесь непосредственно с банком, сходите в банк, узнайте о том, действительно ли ваша карта заблокирована, не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам абонентские номера и указанные расчетные счета. Если не удалось избежать атаки мошенников и все же вы попались на их удочку, то необходимо обратиться в дежурную часть отдела МВД России по городу Сибай. Деньги, скорее всего, вам вернуть не удастся, зато получится предупредить преступление по отношению к другим людям. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.